Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу вас проинформировать о ходе проверки по заявлению 3 граждан Российской Федерации по факту применения к ним насилия и изъятия денежных средств, а также по заявлению депутата парламента Республики Абхазия Кварчакана Валерьевича. С учетом того, что все эти заявления рассматриваются в рамках одной процессуальной проверки, прошу вас доложить. Уважаемые коллеги, хочу доложить вкратце о ходе процессуальной проверки по заявлению граждан Российской Федерации Ревы Ивана Евгеньевича, Тимофеева Павла Игоревича и Бутыкина Дмитрия Александровича по факту нарушения тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также открытого хищения имущества в особо крупном размере. Значит, прокуратурой города Сухум установлено, что 5 ноября 2025 года, примерно в 11 часов 45 минут, в офис газеты «Абхазский вестник», расположенный по улице Абазинская, строение 36, прибыла большая группа людей и путем, значит, физического насилия завладели денежными средствами и мобильными телефонами и ноутбуком фирмы Apple. Вот. Также прокуратурой города Сухум в рамках материала проверки произведен осмотр места происшествия, в рамках которого, значит, были изъяты бейджики на имя общественного обозревателя газеты «Абхазский вестник» Бутыкина Дмитрия Александровича за подписью главного редактора СМИР от 25 сентября 2025 года. Также в ходе дополнительного осмотра места происшествия от 10 ноября 2025 года в большом количестве изъяты предвыборные брошюры кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. Вот, аналогичные плакаты, выпуски газеты «Абхазский вестник» под номерами 4 и 5 значит, было изъято в количестве 30 коробок. Большой объем работы выполнен по обращению депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчакана Валерьевича. Им было в ходе заявления, значит, представлен материал, который подвергся процессуальному осмотру. В настоящее время идет, значит, сбор и фиксация всех сведений, которые были предоставлены именно непосредственно Кварча, их происхождение, достоверность, и запланировано, значит, в ближайшее время вызвать именно людей, лиц, которые указаны, значит, в этом материале. То есть в настоящее время по обоим фактам проводится прокуратурой города Сухум проверка, и по результату которой будет дана правовая оценка всем происходящим событиям. Хотелось бы еще дополнить, что вчера в различных средствах массовой информации была опубликована информация о том, что Следственным управлением УВД по городу Сочи, МВД России по Краснодарскому краю, значит, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с владением имущества в особо крупном размере. Исходя из данной публикации, содержания данной публикации, также, значит, просматривается, что в ходе производства расследования компетентными органами Российской Федерации была установлена причастность к совершению данного преступления 3 граждан Российской Федерации, которыми являются действующий депутат парламента Кварчакан Валерьевич и также 2 гражданина Республики Абхазия Какаля и Думала. Уважаемые коллеги, в прокуратуру республики уведомления и официального запроса от наших коллег Российской Федерации не поступало на сегодняшний день. Несмотря на то, что вчера была публикация в СМИ, с которой я также имел возможность ознакомиться. Но этому мы сегодня не можем давать правовую оценку. В этой части мы с ними не сотрудничаем, и к нам официально никто не обращался. Теперь, что касается ситуации, которая имела место у нас в Республике Абхазия с учетом 3 граждан Российской Федерации и наших граждан, в отношении которых сегодня проводится процессуальная проверка. Об этом я уже докладывал президенту, как вам известно, информировал его об этой ситуации, о том, что доследственной проверкой занимается прокуратура. Позже к нам обратился депутат парламента, и его заявление также рассматривается нами в части законности пребывания граждан Российской Федерации и их участия в избирательном процессе. Что касается наших коллег,
Российской Федерации. Значит, могу здесь сказать следующее. Граждане Республики Абхазия, согласно Конституции и действующему уголовно-процессуальному законодательству, уголовному преследованию в рамках международного правового сотрудничества не подлежат выдаче на территорию Российской Федерации. Поэтому нам необходимо самостоятельно дать правовую оценку тем событиям, которые имели место. Я в этом плане рассчитываю на нашу объективность и на нашу справедливость. Нужно отметить еще тот факт, что правонарушение было как с одной стороны, так и с другой. Поэтому нужно подойти объективно. В отношении каждого фигуранта, в случае, когда будут усматриваться нами либо признаки состава преступления или административного правонарушения, надо будет дать отдельную оценку. Если материалы необходимо будет направить в суд для привлечения лиц к ответственности, в зависимости от степени тяжести, это нужно будет сделать по результатам проверки. Поэтому тем действиям, которые имели место на территории Республики Абхазия, оценку должна дать прокуратура Республики Абхазия. В этой связи я хочу попросить, чтобы вы ежедневно меня информировали о ходе проверки. Я, в свою очередь, буду информировать президента, главу государства.